Приветствую, дорогие подписчики и гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра. И у меня для вас прогноз на 13 сентября. Это у нас будет среда. Я смотрю будние дни на колоде пассианс. Смотрим мы все знаки зодиака с вами от овнов до рыбок. Но смотрю я в двух частях. То есть у меня будет две части по 6 знаков. Это первая часть. Первые овны. 13 сентября. Смотрим овны. События дня. Домик, первое событие, показывает, что у вас может быть какой-то праздник, событие в семье, в доме в этот день. Успех может быть на работе, в делах. Новость, информация, получение. Цепочку нельзя. Будильник еще есть. Будильник — это какая-то проблема со временем. Может быть, у вас, допустим, назначено несколько встреч, да, то есть вы можете не успевать. Ножницы нельзя, и здесь нет. Значит, смотрите, что получается. 4 события. Праздник, события в доме. Будильник. Возможно, вот на определенное время будет какой-то праздник, и вам надо не опоздать. Успех в работе, в делах и получение каких-то новостей. Вот такие 4 события для вас на среду. Благодарю за внимание. Овны, перехожу дальше к тельцам. Смотрим тельцы. 13 сентября. Среда, события дня, тельцы. Колокольчик. Пустые разговоры. Скользкое дело, рыба. Подарок. Гости. Будильник. В гости на определенное время. Луна. Событие, которое повторяется каждый месяц, еще может быть у вас в среду. Разочарование. Колодец. Обман. Ну, обман, понятно, это вот это скользкое дело, это всегда обман. То есть это когда делают заманчивые предложения, но они являются обманом. То есть и потом вы разочаровываетесь, потому что не смогли его просчитать, этот обман. Угу. Ну, здесь нет. Значит, смотрите, выпало событие гости. Куда-то надо будет попасть на определенное время, подарки, пустые разговоры. То есть, скорее всего, это вот с гостями. Дальше предупреждение.
у вас может быть какое-то заманчивое предложение, которое будет обманом. Да, то есть вы можете быть разочарованы в этот день. И также еще будет событие, которое повторяется каждый месяц. Ну, или либо через какое-то определенное количество дней. Может быть, там через 20 дней, 10, там, раз в неделю. То есть это какой-то цикл. Полнолуние имеет события. Вот такая вот информация для вас, тельцы. Благодарю за внимание. Перехожу дальше к близнецам. Близнецы, 13 сентября. События дня. Среда. Солнышко, сразу же первое событие. Хорошее настроение. Неприятность. Может вам настроение испортить. Змея. Опасность. Мешок с деньгами. Победа. Деловая встреча. Обман. Опять же, это может быть неприятность, да, то есть обман. Еще рядом финансы ложатся. Скользкое дело. Рыба. Подарок нельзя. Получение какого-то документа, справки, бумаги. Общение с друзьями, сердце. У вас прям событий очень много. Череп нельзя. Ну, здесь нет. Получается 3, 5, 10 событий. Значит, первое событие. Хорошее настроение. Дальше. Может произойти какая-то неприятность. Даже карты показали какая. То есть вас могут обмануть. Причем сделают это, ну, как-то так. Умышленно это будет сделано специально. И за вашей спиной. То есть это когда делают какие-то предложения заманчивые. Да, то есть, ну, в этих предложениях есть обман, который от вас скрывается. Вас заманивают в какую-то ловушку. Поэтому вам надо быть осторожными. Ну и змея, да, то есть выпадает. То есть человек, который преследует, да, какие-то свои интересы. Дальше также у вас из хорошего выпадает какая-то встреча, победа, финансовые вопросы, получение какого-то документа, справки, бумаги и общение с друзьями. То есть много хороших событий, но предупреждение: не попадитесь на чью-то удочку по рыбе и по обману. То есть люди одевают маски и прикидываются хорошими. Так что будьте осторожны. Благодарю за внимание. Перехожу к ракам. Так, раки. Тринадцатое сентября. События дня для рака. Дорога.
Может быть, в среду. Ага, и чемодан тут же выпадает рядом. Может быть, даже дорога куда-то далеко с чемоданом. Надежда. Хорошее настроение. Верность. Ножницы нельзя. Ну, здесь я не вижу. Я у вас 5 событий нашла. Первое событие — поездка. Возможно, с чемоданом будет временная разлука с кем-то. Дальше надежды. На этот день хорошее настроение и гармоничные отношения в паре. Любовь. Так что вот такой у вас хороший день. То есть все события выпали со знаком плюс. Благодарю за внимание. Перехожу к львам. Львы, 13 сентября, среда. События дня. Застолье. Первое событие у вас выпадает, может быть, в среду. Гости. Застолье с гостями. Еще и приглашение есть рядом. Дерево. Приглашение в гости. Подарок. Все об одном и том же. Все события. Якорь тоже. Вот он показывает, что вы где-то надолго заякоритесь на несколько часов. Друзья. Да, то есть там могут быть друзья. Или люди, с которыми у вас хорошие отношения. Обман. Первый минус. Маска. Да, то есть люди в масках. Исполнение желания. Еще есть цветочек. Так, и здесь нет. Значит, смотрите. Что я нашла у вас? У вас в этот день будет приглашение в гости, застолье будет, подарки, общение с друзьями, исполнение желания. По якорю это будет долго. Да, то есть, возможно, вы с друзьями проведете много времени вместе. И единственный минус у вас выпал — это маска. Ну, может быть, кто-то, да, там, не знаю, на этом застолье будет прикидываться, да, то есть обманывать. Прикидываться человеком, да, которым не является. Ну, или обманывать, придумывать что-то о себе, какие-то истории. Поэтому карта предупреждает вас о том, что в этот день может быть еще и обман. Это вот единственный минусик у вас. Благодарю за внимание, львы. Перехожу я к девам. Смотрим.
Смотрим, девы. 13 сентября. События дня для дев. Ключик. Первое событие. Все в ваших руках в этот день. Как захотите, так и будет. Успех. Замочек. Может открыться какая-то тайна. Опять же, у вас есть ключ, да, которым вы открываете все замки. Поэтому для вас вот нет никаких секретов, тайн, преград. Потому что у вас есть секретный ключик. Сундук, опять же, да, то есть открывается сундучок, и вы получаете доход. Любовь. Застолье. Может быть, с любимым человеком где-то вот сходите куда-то на свидание, посидите вместе, устроите дома себе романтический ужин. Ну, либо попадете на какое-то застолье вдвоем. Ну, и единственный минус — это обман, маска. Луну нельзя. Здесь нет. Получается очень много классных событий. Это в личной жизни любовь, застолье, успех в делах, открытые двери возможностей, финансовые поступления, открытие каких-то тайн, секретов. Ну и вот единственный минус — обман. Так что будьте осторожны, могут вас и обмануть в этот день. Благодарю за внимание, девы. Дальше перехожу к весам. Знаки от весов и до рыбок у меня будут во второй части видео. Ссылочку, как всегда, я оставляю внизу под видео в описании. Нажимайте, переходите, и мы с вами увидимся во второй части.